Если вы хотите, что дети ваши были послушны, хорошие, и для вас они будут радость, относите от родителей полное согласие. Не спорьте с ним, они все равно, у них опыт больше, чем у вас. Они старше вас родились, они видели в жизни больше вы. Если они советуют что-нибудь, прошу вас, слушайте их. Они когда советуют, только в вашу пользу. Если в чем не согласны, только надо мягко и на тонких тонах и объясните, что у вас, может быть, ваши родители такие, например, кончили университет или учились в какой-то институт, а вы объясните их только по-мягкому и по-хорошему. Значит, мы, мусульмане, должны быть как примером. Вы живете среди не исламского общества, вы живете среди русских. Ваше поведение, оно дает оценку об ислам. Если хорошо ведете себя, если честный, порядочный, не обманываете, занимаетесь хорошо, работаете хорошо, они будут, ох, какие хорошие мусульмане. А если плохо ведете себя, обманываете, говорят, о, мусульмане обманщики, это значит, у них вера неправильная. Кто из вас знает эту фотографию? Ни одной, да? Это Иман Валерия Борохова, русская женщина, которая она сейчас уже 9 академий. Она доктор наук, она профессор, она работала в разных институтах. И она, когда познакомилась с исламом, она говорит, это единственная книга, которую стоит читать и с которой стоит верить. Ее родители ее крестили в собор в Петербург. Самый важная соборная у православных. Но когда узнала Коран, она говорит, это единственная религия, которую она стоит соблюдать, стоит верить и так далее. Мы вместе с ней 12 лет работали над перевод Корана на русском языке, который называется «Перевод смыслов Корана и комментарий имама Вали Борохова под реакцией Мухаммад Аль-Рошд». Ваш слуга. Поэтому советую вам в дальнейшем, кого высшее образование, кончили средней школы и хорошо знает русский язык, считает, имеет наш перевод. Иншаллах, постараемся время от времени присесть за суданских экземпляров и раздать кому сколько ему получается. Только сейчас у меня контейнер сейчас находится в Новороссийск. Я тоже большую, иншаллах, до 8 марта. Если придете сюда 8 марта, как раз все красавицы, девочки, можно подарить каждый вас и вашей семье такой экземпляр, чтобы у вас был и 8 марта, и Новая Вера. Хорошо? Нормально? Да. Поэтому, пожалуйста, отношения девушки, отношения девушка с девушкой, отношения с другом, отношения с братьям, отношения с родителями. И не забудьте читать Коран. Кто ислам? Это наука. Первое имя в Коран – Икра, читай. Первое имя в Коран – читай. Мухаммад, наш пророк, когда мы говорим Мухаммад, надо сказать саллаллаху алейхи вассалям. Повторите. Саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Имя Мухаммад – это очень важно, мы должны любить его, потому что он так трудился, так работал, так сделал, чтобы сохранить все слова Аллаха субхану ва тааля полностью. И так джихад кабир, это именно устный джихад, не воевать. Джихад по исламу это именно тратить усилия на выполнение вашей задачи. Поэтому мы все мусульмане любят Мухаммада саллаллаху. Посмотрите, например, во всех мусульманах, и сейчас, между прочим, для вашей информации, в Лондон, где христианская община, первое имя, которое рождается Мухаммад, он раньше была Виктор. В Лондон 10 лет назад больше имя Виктор. Сейчас, уже 2-3 года, после 2020 года, уже большое имя Мухаммад. В арабском мире нету семья, где Мухаммад нету. На Кавказе один Мухаммад, Магомед и так далее. Поэтому имя Мухаммад это последний пророк, который сохранил ислам, сохранил религию Аллаха субхану ва тааля и сохранил Писание, вечное Писание, священное Писание, Аль-Кур'ан Карим. Вы обязательно должны узнать несколько сур минимум. Что вы хотите просить Аллаха субхану ва тааля? Просите девушка, что хорошая учеба, хорошая жениха, мать говорит хорошие дети, муж хорошая жена, большой дом, хорошая машина, хороший бизнес. Все, что хотите, Аллах очень щедрый. Аллах любит, когда им обращается к нему. А когда говорит, это я сделал, это не я сделал, это Аллах вам помогал. Когда моя супруга, имам Валерия, ее спросили, она говорит, я альхамдулилля перевел Коран. Не перевел Коран, Аллах помогал вам перевести Коран. Аллах вам направил на этот путь. И мы, мусульмане, говорят, когда хоть мечеть, говорит,
Слава Аллаху, который выбрал нас, это умма, который она является последней умма, который она идет в рай, иншаллах. Да, мы благодаря Аллаху Субхану Тааля, что вы мусульмане. Поэтому любой из вас мог родиться в другой семье. Все люди рождаются мусульманами, все рождаются на фитра, что они Аллах один, что мы его рабби. Но сейчас телевизор и мобильный и интернет отводит человек от вера Бога и плюс родителей. Поэтому, пожалуйста, сохраните ваш иман. Спасибо, что у нас брат, альхамдулилля, который вас приглашает, который вас именно собирает мусульманами, и татары, и не татары, и все мусульмане, братья. В ислам самое важное, что мы верим в един Аллах. Мы каждый из нас говорит утром, вечером, ла илляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Давайте, вот эта половина говорит ла илляха илляллах, а говорит второй Мухаммад Расулуллах. Давайте сюда. Ла илляха илляллах. Громко. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. У меня много знакомых тоже православных, мне послали это письмо, я им отвечал следующее, потому что это сложно сказать им. Дорогие соседка, я обращаюсь к тебе и надеюсь, что ты простишь меня. Но я обращаю всех своих знакомых и прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля простить меня. И это молитва каждого мусульманина ежедневная, он повторит утром астафируллах. По-арабски это прощение астафируллах. Каждый мусульманин и каждый человек, который верит в единого Бога, который не имеет ни дети, ни помощник, ни жена, он тоже должен каждый утром обращаться к Аллаху Субхану Тааля и сказать астафируллах, астафируллах, который не имеет ни партнер и ни в чем не похож, ни в чем бодимого его никого нет. Да, эта молитва повторяется верующего мусульмана каждый день, утром и вечером. И не надо только одно воскресенье в жизни, в год. Значит, мусульманин ежедневно говорит астафируллах. Сам пророк Мухаммад ﷺ сказал, он сам пророк, сам идеальный. Он говорит, я астафируллах много раз каждый день. Астафируллах значит, ой, Аллах, прости мои грехи. Какой грехи? Когда вы не вспоминаете Аллах, когда ходите в кино, или когда сидите и начинаете повторять песня сотни Аллах роз, или как называется это, там, песни, любая песня, это вы отвлекаете от Аллаха Субхану Тааля. Лучше говорите, альхамдулилля, субханаллах, ла иля Аллах, астафируллах, помоги мне Бог. Спаси меня, дай мне знания, увеличь мои знания, дай мне читать книгу, дай мне, чтобы родители были довольны меня, что родители были богаты, были они довольны меня, и я был доволен им. Все это лучше, чем начинать такая глубокая, ничем не болезненная вещь, понимаете? Второй дуа, который я хочу говорить на русском языке, тоже послал им, сказал, лучше всего надо читать всегда на арабском, вот такой вопрос от Аллаха. О Аллах, мы просим Тебя даровать нам Твою помощь, Твое благословение, Твое удовлетворение, Твою милость, Твою поддержку, Твое исцеление, Твое богатство, Твое применение, Твою защиту, Твою милосердие, Твою щедрость, Твою доброту. О Боже, о Аллах, наш Создатель, мы просим Тебя сделать нам людьми с честными сердцами, честными душами, души, и улыбающие, больным, надежным. Я Аллах, о Аллах, просим Тебя держать подальше от нас бич и мест, и болезнь, и зависть. Амин, я Раббал Аламин, вальхамдулилля Раббал Аламин. Давай по-арабски читаем дуа. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث من العالمين. أصلني مو برات سعد خير الدين он продолжает. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, сказал наш пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Я выбираю короткий хадис, который состоит из всего 3 слов. Аль-му'мину мир'атуль му'мин. Верующий для друг друга как отражение, как зеркало. Скажите, пожалуйста, кто может вот этого объяснить? Аль-му'мину мир'атуль му'мин.
верующие для друг друга как зеркало. Суп не будете, да? То есть ты веришь, что должен кто-то сказать, что нужно верить. Почему? Потому что между знанием и пониманием отличие и земля до неба. Вот. Одну хадис, представьте, вот здесь зеркало. Первый признак зеркала. Он сам чистейший, правильно же? Зеркало сам чистый. Поэтому мы можем себе видеть там. Если зеркало там пятно, грязь, разве возможно видеть? Нет. Пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, хочет сказать, что прежде чем кому-то чего-то говорить, мы сами должны быть чистым примером. Далее. Это первый признак, правильно же? Второй, ребята, второй признак. Когда я подойду к зеркалу, посмотрите, зеркало прямо показывает мне с ног до головы, правильно же? Ну просто у тебя здесь немножко пятно, грязь. Почищай, все нормально. Он сразу же, она же сразу не выгоняет от себя же, правильно же? Верующий то же самое же. Из маленького недостатка нельзя человека сразу отвлекаться. Это второе качество, правильно же зеркало? Признак зеркала. Третье, может продолжить, брат? Нет? Никто не хочет? Третье, я когда подойду завтра к этому зеркалу, да, зеркало скажет: о, ты вчерашний тот, который у тебя здесь был пятно и так далее. Это он скажет, или завтра, как я выгляжу, вот это показывает. Как? Машаллах, правильно. Да? То есть завтра, как я выгляжу, вот это показывает. В прошлом не будет на мое лицо тыкать. Правильно же? Значит, пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, хочет сказать, что мы должны были так вести себя, как зеркало. Это был какой признак? Третий. А четвертый кто хочет продолжать? Есть? Со временем загрязняется, да? Далее. Когда я к зеркалу подхожу, зеркало мне показывает, потом отойду. Мой устаз приходит к зеркалу. Зеркало устаза показывает или скажет: подожди, здесь сейчас был Хайридин Абдулла, у него прическа в ту сторону была, а не эту сторону. И здесь у него было пятно. Это моя ошибка показывает или устаза? Устаза. Ну, значит, мумин тоже должно быть верующий, тоже должен себя вести так. Это был четвертый признак, правильно же? Пятый кто будет продолжать? А кто здесь психолог учится? Или логика? Есть? Философия. Далее. Посмотрите зеркало. Когда я подойду к зеркалу, он не будет кричать, не орать, спокойно, тихо, только моя ошибка мне показывает. Больше никого, правильно же? Мы, когда хотим кому-то исправить, мы тоже должны подойти к его, сказать тихо, ясно, четко, не надо кричать, орать. Правильно же? Позорить его. Если мы кого-то хотим наставление делать, насихат, маслихат и так далее, должен просто тихо именно его. Не перед кого-то. Перед кого-то это унижение считается. Правильно же? Это какой признак был? Пятый. Пятый был, точно? Да. Шестая. Посмотрите, когда мы зеркало купим, да, в Москву, отвезем в Казань, это зеркало скажет: я московский, зеркало я не буду там показывать. Скажет или нет? Нет. Машаллах. Зеркало поставь в коридор, тоже зеркало. Поставь машину, то же самое, он выполняет свое обязанство. Или коридор, то же самое. Верующие, где вы не были, хочет сказать пророк, где вы не были, вы останетесь мумином. Как зеркало не меняется же, правильно? Какой? Шестой. Я этого могу до 30 признаков зеркала говорить. Ну, наверное, 7, да, хватит. Один штук скажу. Может, кто-то из вас будет подарить 7. Седьмой. Может быть, если мы подходим и зеркало тоже грязное, нам приятнее в чистое зеркало смотреть, чтобы у самого зеркала изъянов не было. А это уже, качество зеркала надо говорить. Правильно же? Это уже мы помогаем зеркалу. Это не считается. Есть? Нету? Хорошо, последний скажу, хватит, да? Если кому нужен, потом пишите мой номер телефона, я вам объясняю. Еще останется. Сколько останется? 23. Далее. Посмотрите, когда зеркало большое,
Он показывает мне прямо из нога до головы, правильно же? А когда его сломаем мы по кускам, как телефон, правильно же? Он не будет же перестать показывать, правильно? Он выполняет свои обязанности. Например, устаз нас сейчас где находится? Он здесь. Перед кого? 20-30 человека. Сейчас он не скажет, сейчас подожди, я буду выступать только в проспект Мира, в мечети, который 15 тысяч мусульман там. Правильно же? Когда надо, там выступает. А когда зеркало сломается, все равно он выполняет своего обязанности.